Бисмилля, альхамдулилля. Саляту вассаляму аля расулилля. Саляму алейкум ва рахматуллахи ва баракату. Продолжаем уроки дуа, мольбы. И сегодня у нас, иншаллах, 4-й урок. И тема урока – нужда, потребность человека в своем Господе, в Аллахе и в обращении Ему. Всевышний Аллах, Создатель небес и земли, обладатель безграничных богатств, силы и мощи, мы знаем, что Он ганиюн хамид, что Он богатый и восхваляемый, достохвальный, и Он не нуждается ни в ком. Он не нуждается в своих рабах, но, несмотря на это, Он любит, когда Его рабы взывают к Нему. Он любит, когда Его рабы просят у Него. И Аллах дал обещание в Коране: «Вакаля раббукум уд'уни астаджиб лакум». И вот сказал ваш Господь: взывайте ко мне, делайте дуа, просите у меня, и я вам отвечу. Аллах Тааля любит, когда мы просим у Него, и Аллах Тааля обещает нам, своим рабам, ответить на наши мольбы. И вот в этом проявляется Его милость по отношению к нам и внимание, почтение Аллаха. Всевышний Аллах не отвергает тех, которые взывают к Нему. Всевышний Аллах не оставляет без ответа тех, которые уповают на Него, полагаются на Него и надеются на Его милость. И сегодня я хочу вам в начале урока прочитать хадис Аль-Кудси, священный хадис, который передает нам Абу Зар Аль-Гифари, что пророк, саллаллаху алейхи вассалям, передал нам слова своего Господа и сказал: «Я айбади». Аллах обращается к нам, своим рабам, говоря: «Я айбади, о рабы мои». Как-то раз, когда я кого-то призывал к исламу, я сказал такое слово: «Мы рабы Аллаха». У него сразу включилось самолюбие этого человека, и он мне говорит: «Стой, хазрат, я не раб». И многие люди, когда им говоришь: «Мы рабы Аллаха», они вспоминают уроки истории, когда мы проходили в школе, да? Рабовладельческий строй, есть тиран, который владеет людьми как имуществом, и есть рабы, которые служат им, которые не имеют никаких прав, которых они, хозяева, могут в любое время убить, помиловать и так далее, и так далее. Вот это слово «раб», оно как-то зашло, осталось у нас в сердцах, как какое-то низменное, какое-то ничтожное создание. Но когда мы говорим «раб Аллаха», действительно, если быть рабом помимо Аллаха, рабом какого-то царя, какого-то президента, руководителя, какого-нибудь там шейха, да, это действительно, это низменное положение. Да, это ничтожно быть чьим-то рабом. Но быть рабом Аллаха – это совсем другое. Это почет, это уважение, это честь. И чтобы понять вот это слово «раб Аллаха», посмотрите, как Аллах обращается к нам. «Я айбади, о рабы мои, ва ида саалака айбади анни». И когда спросят у тебя рабы мои обо мне, «фа инни кариб», я близок к ним. Я отвечу на мольбу просящего, и пусть они мне ответят и уверуют в меня. Аллах Тааля, когда говорит вот это слово «раб», мы чувствуем милость Аллаха, внимание, заботу Аллаха. Поэтому мусульманин под словом «раб», раб Аллаха, он должен чувствовать гордость, он должен чувствовать милость своего Создателя, заботу. Аллах не говорит: «дети мои», потому что «маттахада сахибатан валя валяда».
Аллах не избрал для себя супругу, и не было у него никогда детей. Лям ялид, валям юлят. Это основа исламской акиды. Аллах Тааля один, он не родил и не был рожден, но у него есть рабы. И вот в этом слове «рабы мои» больше милости, больше заботы, чем в словах матери: «О сын мой, о дочь моя». Потому что посланник Аллаха сказал: «Инна Аллаха архаму би ибадихи миналь валидати би валадиха». Воистину, Аллах более милостив к своим рабам, чем мать к своему дитя. Почему мать милостивая, милосердная? Почему она сострадательная? Почему она прощает все прегрешения детей? Потому что в ее сердце милость. А откуда эта милость? Откуда это милосердие? Это Аллах ей дал это милосердие. Поэтому, когда Аллах говорит: «Я ибади», о рабы мои, мы должны чувствовать счастье, когда мы должны чувствовать заботу Аллаха, машаллах. И Он говорит: «Инни харрамту зульма аля нафси». Воистину, я запретил несправедливость, в первую очередь, кому? Он запретил несправедливость себе. Быть несправедливым кому-либо. Поэтому Аллах, Он справедлив. И если Он наказывает кого-то, Он наказывает только за то, что Он сам сотворил этот человек. Если Аллах кого-то вводит в ад, оставляет его там навеки, значит, справедливость в этом. Поэтому Аллах даже на вес пылинки не проявляет несправедливость. Он справедливый. И Он запретил, сделал харамом несправедливость в первую очередь себе. То есть Он запретил быть несправедливым себе. И сделал ее запретной между вами. «Фаля тазаляму», так не притесняйте же друг друга. Аллах Тааля запретил зульм, проявлять несправедливость друг другу, притеснять друг друга. «Я ибади», о рабы мои, все вы были заблудшими. Все вы заблудшие. Никто не может сам по себе найти там у кого-то, машаллах, может быть, интеллект, ум, разум, да, эрудиция. Нет. Как говорят му'тазилиты, или же продолжители их пути, хизбут тахрировцы, они говорят, истина находится человек находит истину через ум, через разум. Нет. Аллах говорит: о рабы мои, все вы были заблудшими, кроме тех, кого я наставил на правильный путь. Почему мы здесь? Потому что Аллах смилостивился над нами, и Он привел нас за ручку сюда. Почему мы, машаллах, совершаем пятикратный намаз? Потому что Аллах дал нам возможность совершать пятикратный намаз. Почему мы боимся Аллаха? Потому что Аллах одарил наши сердца, машаллах, этим благом. Все вы были заблудшими, кроме тех, кого я наставил на верный путь. «Фастахдуни», и поэтому просите меня, чтобы я направил вас, чтобы я ввел вас по правильному пути. «Ахдикум», и я направлю вас. Аллах Тааля призвал нас, чтобы мы просили у Него наставления. «Ихдинас сират аль-мустаким». Мы обращаемся к Аллаху. И Аллах обещал, что Он направит нас на верный путь. «Я ибади», о рабы мои, все вы голодные, все вы останетесь голодными, илля, кроме тех, кого я накормил. Нет у нас пропитания для еды, нет у нас воды для питья, нет у нас воздуха для жизни, кроме того, что Аллах нам дал. Кроме тех, кого я накормлю, фастат'имуни, поэтому просите пропитание у кого? Аллах сказал, поэтому просите же меня накормить вас, и я накормлю вас. И я буду давать вам пропитание, и буду кормить вас. Я ибади, о рабы мои, все вы нагие, все вы останетесь нагими, то есть без ничего. У нас ничего нет, ни одежды, ни машины, ни квартиры, ни денег, ни имущества. Все вы останетесь нагими, кроме тех, кому я дам одеяние. Так просите же у меня
одеть вас, и я одену вас. Аксикум. То есть Аллах Тааля говорит, все, что нужно, просите у меня, потому что у вас ничего нет. Даже вот эта одежда, которая на нас, которая у нас в шкафу, вот эти машины, которые ждут нас, деньги, которые у нас в кармане, все, что мы имеем, это все от Аллаха. Поэтому Аллах говорит, просите же меня одеть вас, и я одену вас, буду одевать вас. Я ибады, о рабы мои, поистине вы совершаете прегрешение, ошибаетесь, тахтаун, ошибаетесь ночью и днем, лейлян ва нахаран. И ночью человек совершает много грехов, и днем человек не перестает их совершать, потому что природа человека такова, мы слабые, мы поддаемся наущениям, мы притесняем права поклонений, намаза, других видов поклонения. Мы предаем Аллаха забвению, мы забываем благодарить Его. И вот Аллах говорит, поистине вы грешите ночью и днем. А я прощаю все ваши грехи. Мы, рабы, совершаем грехи, а Он прощает. Мы совершаем грехи, а Он прощает. Фастагфируни. Так просите же меня о прощении. Просите, чтобы я простил вас, и я прощу вас. Я буду прощать вас. Я ибады, о рабы мои, поистине вы никогда не сможете ни причинить мне вред, ни принести пользу. Мы рабы, и мы слишком слабы, чтобы причинить какой-либо вред или какую-либо пользу Всевышнему Аллаху. О рабы мои, инна ауалякум ва ахиракум, если бы первый из вас, то есть те, которые жили до вас, и последний из вас, те, которые уже живут, будут жить до судного дня, в конце света, инсакум ва джиннакум, люди и джинны, были такими же благочестивыми, как и сердце самого благочестивого из вас. То есть, вот если бы сердца тех, которые жили тогда, живут сейчас и будут жить потом, людей и джиннов, если бы они все были богобоязненными, если бы они все были благочестивыми, как если бы у всех было сердце, как у самого благочестивого человека из нас, Аллах говорит, это ничего бы не добавило к тому, чем я владею. Вот некоторые люди думают, что если на этой земле люди будут больше поклоняться Аллаху, если на этой земле люди будут больше поминать, восхвалять Аллаха, то Аллах станет сильнее, богатство у Аллаха будет больше. Нет, Аллах не нуждается в нас. Аллах не нуждается в наших словах восхвалений. Аллах не нуждается, чтобы мы просили у Него. Это мы нуждаемся, чтобы взывать к Нему. Поэтому Аллах говорит, даже бы если вы были самыми благочестивыми, да, это бы никак не повлияло на Его богатство. О рабы мои, если бы первые и последние из вас, не только люди, и джинны, и люди, были такими же грешными, нечестивыми, как и сердце самого грешного, нечестивого из вас, знаете, это никак не уменьшило бы того, чем я владею. Если даже все люди станут, Аллах сохласен, кафирами, если все люди оставят поклонение Аллаху, вы думаете, что у Аллаха сил станет меньше? Нет. У Аллаха богатства станет меньше? Нет. Аллах Тааля ганиюн хамид, Аллах богатый и достохвальный. О рабы мои, если бы первые из вас и последние, если бы люди и джинны встали, собрались бы на одном месте и попросили бы меня о чем-нибудь, кому-то там жизни побольше, кому-то здоровья, кому-то богатства, кому-то детей, кому-то, вот все люди, вот представьте себе, от Адама алейхиссалям до самого последнего человека, который уйдет из этой жизни, да, не только люди, но и все джинны, если они соберутся в одном месте, и каждый из них попросит что-то у Всевышнего Аллаха, а сегодня насколько?
Сегодня только нас 7 миллиардов. А еще сколько джиннов, мы не знаем. Это только Аллах знает. Но это за всю историю человечества, жизни джиннов. Если все соберутся, и каждый спросит у Аллаха, попросит, что ему нужно, и я дал бы каждому то, о чем он просил, Аллах даст всем. Если он даст всем, что он просит, это не уменьшило бы имеющееся у меня настолько же. Это уменьшило бы имеющееся у меня настолько же, насколько иголка, опущенная в море, уменьшает количество его воды. Аллаху Акбар. Ну, к этому еще вернемся. О, рабы мои, поистине, это только ваши дела, которые я исчислю для вас, а потом сполна воздам за них, и тогда пусть тот, кто обретет благо, воздаст хвалу Всевышнему Аллаху, а кто, наоборот, обретет нечто иное, пусть не винит, не пеняет ни на кого, кроме самого себя. Этот хадис сахих, достоверный, в сборнике имама Муслима. Машаллах. Вот этот хадис, из этого хадиса мы видим, сколько благ, сколько милости Всевышнего Аллаха. И машаллах, вот действительно мы должны не только читать эти хадисы, мы должны всегда возвращаться к этим хадисам, вдуматься в их смысл. И, машаллах, мы должны понять, что все, чем мы владеем, все, что мы видим и не видим, это все блага Всевышнего Аллаха. Мы должны знать, что нас бы не было, если бы Аллах нас не создал. Что говорит Аллах? Сурат Табарак, Мульк. Куль хуваллади аншаакум. Скажи, Он тот, который создал вас. Почему мы есть? Потому что Аллах нас собрал в утробе наших матерей по клеткам. Даже родители наши, они только сидели и ждали. Как же Аллах, когда же Аллах Тааля соберет вот этот сложнейший организм и одарит наших родителей ребенком? Поэтому Аллах нас создал. «Ваджа'аля лакуму сама». И Он одарил, сделал для вас что? Сама, слух. Он одарил вас слухом, наделил вас слухом. «Валь абсар», зрением. «Валь афида», фуат, афида, сердцами. И вот когда Аллах Тааля, получается здесь 4 блага. Аллах нас создал, одарил нас слухом. Альхамдулилля, мы слышим, получаем сигналы, мы слышим своих детей, семьи, братьев, мы слышим вагаз, азан и так далее. Мы видим, машаллах, мы видим. Аллах дал нам возможность видеть. И мы чувствуем, мы любим, мы ненавидим. Наши сердца, машаллах, бьются в наших грудях. Вот Аллах Тааля, когда только 4 блага нам назвал, Он оценил, как мы благодарим Его за эти блага. Он что сказал? «Калилен ма ташкурун». И очень мало вы благодарите меня. Очень мало. Вот когда кому-то говоришь, братья, сестры, апа, вот Аллах нам, субханаллах, дал столько благ, и мы так мало благодарим Его, они начинают что? Они начинают оправдываться. Вот я же там один раз в мечеть хожу, на джумга прихожу, да? Я вот садаха даю. Они думают, что вот все, они вернули Аллаху. Машаллах, если бы мы 24 часа в сутки в суджуде были, да, в земном поклоне, мы бы не вернули даже часть того, что Аллах нам дает. Потому что мы не знаем даже цену. Чтобы за что-то заплатить, нужно что сделать? Мы в магазине берем товар, если нет ценника, мы не знаем, сколько он стоит. Мы идем к кассиру, к продавщице, к этому компьютеру, который распознает штрих-код, да, и мы узнаем цену этого товара. Вот мы не знаем, сколько стоит наше сотворение. Субханаллах. Нам этого не знать. Мы не знаем, сколько стоит глаз. Мы не знаем, сколько стоит наш слух. Мы не знаем, сколько стоят наши души, сердца, чувства вот эти. Но знает тот, кто создал это. И Он говорит, и Он оценивает. Как мы платим? Он говорит, «Калилен». Очень мало вы Его благодарите. Мало вы благодарите. Как же мала ваша благодарность. Аллах не спосылает нам с небес и земли блага. Аллах отправляет нам дожди. Каждый день Аллах заставляет солнце восходить над горизонтом. Я почему говорю заставляет? Потому что мы бы солнце не заставили.
Это Аллах приказал. «Валлаху саххара лакум ма фис самавати ва ма фил ард». Аллах сказал, Аллах подчинил вам все, что на небесах и все, что на земле. Все служит интересам человека и подстраивается под его природу, подстраивается под его организм. Это милость Аллаха. Аллах Тааля заставляет течь реки, моря, океаны служат нам. Аллах Тааля дал нам здоровье, которое, сколько бы у тебя денег не было, ты не сможешь купить. И вот посмотрите, последний аят той же суры, суратуль Мульк. Аллах Тааля говорит: «Афараайтум ин асбаха маукум гауран, фаман ятикум бимаим магин». Машаллах, прочитайте аят, последний аят суратуль Мульк. Неужели вы не видите, если бы воды, чистейшие воды, которые мы пьем, которые выходят из-под земли в виде родников, колодцев и так далее, если бы эти воды обратно ушли туда, вниз, кто бы к вам пришел с питьевой водой? Задайте вопрос. Если Аллах лишит нас просто воды, во-первых, жизнь перестанет существовать. Во-вторых, кто придет? Вот кто? Если Аллах не даст нам, кто придет нам с питьевой водой? Никто. Поэтому, машаллах, это милость Аллаха. И поэтому Аллах Тааля сказал: «Вама бикум мин нигматин». И какое бы благо у вас не было, да, все, что мы видим, все, что мы знаем, все, что мы не видим, да, все, чем мы владеем, это здоровье, жена, дети, машина, работа, друзья, братья, машаллах, мечеть, возможность ходить. Фамин Аллах, Аллах сказал, любое благо, которое у вас есть, все это от Аллаха. Все это от Всевышнего Аллаха. И машаллах, Аллах Тааля вот повторяет нам вот эти блага, рассказывает нам, говорит нам об этих благах. И Аллах Тааля призывает нас, чтобы мы просили у Него эти блага. И машаллах, хидая, наставление, одно из самых дорогих благ, ценных благ, которые Аллах Тааля дал нам, это наставление. И наш народ, жители этой страны особенно должны ценить это благо, хидая, наставление. Потому что 70-80 лет, когда наши бабушки, дедушки, те поколения, которые жили до нас, они жили в безбожии. Как Умаруль Ашкар говорит, такого безбожия никогда не было. В истории человечества было много неверных, много было кафиров, но не было, говорит, таких народов, которые говорили: Аллаха нет. Не было таких народов, которые говорили: Создателя нет. Были народы, которые ширк делали, много, но не было народов, которые отрицали бы существование Творца. Вот это наш народ, понимаете? И после этого, машаллах, Аллах дал нам возможность вернуться. Аллах дал нам возможность, машаллах, встать на истинный путь. И кто нас одарил бы этим, если бы не Аллах, если бы не милость Аллаха? Сколько людей, сколько людей ушли и уходят каждый день из этой жизни, без веры, без имана. И сколько бы за них там кто-то садака не давал, может быть, кто-то за них дуа делает, да? Может быть, но сколько бы ни старались, никто не сможет им причинить пользу, потому что они ушли из этого мира в неверии. А машаллах, Аллах дал нам возможность встать на истинный путь, поэтому мы должны просить у Него. И вот Аллах Тааля в конце уже этого хадиса говорит о нашем состоянии. Когда мы, люди, Аллах говорит: вот вы в моих благах, мы живем в благах, погружаясь в блага Всевышнего Аллаха. Мы ходим по Его земле, под Его солнцем. Мы питаемся, пьем, дышим тем, что Он нам дал, и мы погружаемся в грехи. Мы забываем Аллаха, мы забываем, чтобы просто поблагодарить Его. А Он милостивый, а Он говорит: а я вам прощаю. А я прощаю вас. Аллах говорит: вы день и ночь совершаете грехи, а я прощаю вас. Так просите у меня прощения. Машаллах. Человек до такой степени заблудший, что многие люди даже не понимают смысл истигфара,
смысл прощения у Аллаха, просить прощения у Аллаха. Даже многие мусульмане, которые встают на намаз, приходят в мечеть, они думают, начинают думать, что у них все, больше нет грехов. Или они свои грехи сравнивают с грехами те, которые вообще еще дорогу в мечеть не нашли. Да? Я не знаю, но многие даже мусульмане, братья наши, сестры, не понимают смысл истигфара. Ведь Аллах говорит, вы день и ночь совершаете грехи, а я прощаю вам. Так что просите у меня, и я прощу вас. Это же, машаллах, это же милость Аллаха. И вот вчера, понедельник, позавчера, прочитал один хадис. Машаллах, вот иногда узнаешь аят, смысл аята, Аллах Тааля иногда открывает. Иногда Аллах Тааля, машаллах, дает познать какое-то знание, которое до этого не знал, да, не слышал. И вот, когда читаешь некоторые хадисы, задаешься вопрос, вот сколько я жил на этой земле, 30-35 лет, да, и я даже не знал этого хадиса. Машаллах, как я жил и не знал этот хадис. Да, и вот, машаллах, хадис, некоторые ученые сказали, что это хасан, хороший хадис. Некоторые сказали, что это сахих, достоверный хадис, где посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал, что шайтан, когда Аллах дал ему отсрочку до судного дня, он обратился к Аллаху и сказал, «Фаби иззатика, о Господь мой, Робби, о Господь мой, я клянусь Твоим величием». Он поклялся величием Аллаха, я буду совращать, вводить в заблуждение Твоих рабов до тех пор, пока их души не покинут их тела. Пока их души не покинут их тела, то есть пока ангел смерти не заберет их души, до последнего момента я буду совращать их, вводить их в заблуждение. Это сказал шайтан, поклялся Аллахом, чтобы утвердить свои слова. И как ответил ему Аллах? Аллах сказал, я клянусь своим могуществом и величием, я не перестану прощать моих рабов, пока они не перестанут просить у меня прощения. Я буду прощать их до тех пор, пока они будут просить у меня прощения. Машаллах. Вот разве это не милость Аллаха? Машаллах. Аллах говорит, я клянусь своим величием. Буду прощать их, пока не будут просить у меня прощения. Поэтому, машаллах, вот в этом хадисе мы видим, сколько благ, сколько милости Всевышнего Аллаха по отношению к нам. И вот также этот хадис указывает на то, что люди должны обращаться к Аллаху не только какими-то великими вопросами, там, суперважными, необходимыми вопросами, да? Потому что, люди могут просить у Аллаха счастья в этой жизни, кто-то может попросить у Аллаха праведной семьи, здоровых, праведных детей и так далее. Нет. Аллах Тааля в этом хадисе, через эти свои слова, Он научил нас просить у Аллаха все. И важные, и, может быть, не очень важные, и первостепенные, и второстепенные вещи. Все. Потому что Аллах здесь сказал и про одеяние, и про еду, и про все остальное. Поэтому Аллах любит, когда мы обращаемся к Нему со всеми вопросами. Поэтому заблуждается тот, который говорит, нет, у Аллаха нельзя просить там по пустякам, да? Нельзя к Нему обращаться. Нет. Это может быть каким-то царям, там, главам, министрам, там, большим хазратам, может быть, да, нельзя, там, у них времени нет, да, чтобы к ним обращались по пустякам. Но Аллах, Он милостивый, машаллах. Поэтому Аллах учит нас, чтобы мы абсолютно все просили у Него. И иман, и наставление, и рай, и счастье, и все наши мирские проблемы. У кого-то там, не знаю, машина сломалась, кому-то колеса надо поменять, у кого-то ребенок заболел, кто-то куда-то опаздывает, у кого-то что-то не получается. Жена там, мусульманка, машаллах, суп готовит, балеш готовит, да?
переживает, чтобы балиш был вкусный, чтобы угодить мужу, аджр заработать. Бисмилля, проси у Аллаха, чтобы Аллах помог тебе. И Аллах любит это. Аллах любит это. Машаллах. Вот этот хадис как раз учит нас этому. И вот мирафун наби, наследие пророка, наследство пророка, которое он нам оставил, дуа, зикры, слова, мольбы и поминания Аллаха, учат нас всегда во всем обращаться к Нему, уповать на Него. Возьмите книгу даже вот «Крепость верующего», да? Другие дуа. Машаллах. Что нужно говорить после пробуждения от сна? Вот ты проснулся, бисмилля, обратись к Нему. Ты заходишь в туалет, тебе надо в туалет зайти. Бисмилля, обратись к Нему. Вышел, бисмилля, обратись к Нему. Взял тахарат, обращайся к Нему. Выходишь из дома, обращайся к Нему. Машаллах, поднимаешься на гору, обращайся, спускаешься, обращайся, садишься на верховое животное в машину, обращайся к Нему, машаллах. У тебя нет настроения, обратись к Аллаху. У тебя хорошее настроение, обратись к Аллаху. Вот эта маленькая книжка, вот как раз пример этого, что ты везде, всегда, во всем обращался к Нему. И мы знаем, что сподвижники – это наилучший пример для нас, потому что они ученики, прямые ученики, которые сидели перед пророком, саллаллаху алейхи вассалям, они во всем обращались к Нему. И даже говорят, когда сандали развязывались, они, чтобы просто прогнуться и завязать обратно, они просили у Аллаха силы и мощи. И вот, машаллах, это милость Всевышнего Аллаха. И уже в конце Аллах Тааля сообщает нам, что сколько бы мы у Него ни просили, Его богатство, Его имущество никогда не заканчивается и никогда не иссякнет. И вот невозможно представить, как это все, вот, начиная с Адама, алейхиссалям, завершая самым последним человеком, который и джинном, который уйдет из этой жизни, да, вот если всех собрать, не знаю, придумать, создать какую-то площадку огромную, да, собрать всех людей и джиннов, взять всю историю жизни людей и джиннов, да, и чтобы каждый из них обратился к Аллаху и попросил то, что ему нужно. И если Аллах ответит им, и это никак даже не убавит имущество Аллаха. Вот возьмите, вот Аллах Тааля привел нам такой пример, да, чтобы мы поняли. Вот возьмите иголку. Все, наверное, когда-нибудь держали иголку, да, ну хотя бы до никаха, наверное, уж, до женитьбы когда-нибудь держали, да. После никаха вряд ли, конечно, если жены хорошие, иншаллах. Вот возьмите иголку, да, и представьте, вот подойдите к морю, не к реке, а к морю, к океану. Это вот огромное создание Всевышнего Аллаха, да, и вот возьмите и погрузите, утопите вот эту иголку в море, погрузите в морское море, да, и вытащите. И какая-то часть, миллиардная часть, да, вот этой воды, она выйдет вместе с этой иголкой. Вот это может убавить морское море, воду моря. Нет, не может. Вот поэтому Аллах сказал: мое богатство никогда не иссякает. Богатство Аллаха никогда не иссякает. И вот, машаллах, люди, рабы Аллаха, да, иногда Аллах выделяет им из своего богатства мизерную, ничтожную часть имущества, и люди начинают возноситься, видя вот сколько у него там на счету денег, какой у него дом за спиной, какая у него машина за сколько миллионов, да, там может быть 100 тысяч, 200 тысяч долларов или там еще круче. И вот люди, видя свои богатства, видя вот эту свою ничтожную власть, которую Аллах ему дал для испытания, а может и для наказания, они начинают думать, что вот это, то, чем они владеют, сделает их бессмертными, что они будут жить вечно, что они бессмертные, что все должны служить им, крутиться вокруг них. Но в один миг мы видим в истории, что они в один миг могут
потерять все и остаться ни с чем. Потому что все, что у рабов, оно ничтожно, мало и временно, а все, что у Аллаха, это вечно. Поэтому Всевышний Аллах в суре Нахль пчелы сказал: «Ма индакум янфат», то, что у вас, иссякнет. Вот чем бы вы только не владели, машаллах, у кого-то здоровье, когда-нибудь этого здоровья не будет. Машаллах, кто-то у нас очень сильный, когда-то у него сил не будет. Машаллах, у кого-то много денег, когда-нибудь этих денег не будет. Машаллах, у кого-то большая квартира, дом, когда-нибудь он останется без ничего. Поэтому Аллах сказал: то, что у вас, иссякнет. Авторитет, там, высокие степеня, там, сила, мощь, все, что у вас есть, все иссякнет. «Вама индаллахи бак», а то, что у Аллаха, вечно. То, что у Аллаха, вечно. Это сура Ан-Нахль, 96 аят. И вот если маленькая птичка глотнет из этой воды, из морской воды, этим морская вода никак не убавится, если Аллах Тааля пожелает кому-либо из своих рабов дать какое-либо имущество, или же, упаси нас Аллах, наказать кого-либо. Аллах Тааля говорит: кун, просто будь, и все это сбывается. Аллах Тааля, сурат Ясин, в 82 аяте сказал: иннама амруху, его желание, иннама амруху, ида арода шай'ан, если он что-либо пожелает, кому-то что-то дать, кого-то чем-то наделить, властью, богатством, здоровьем, детьми, семьей, машаллах, или же кого-то лишить чего-то, наказать, Аллах сахласан, ан якуля лаху кун фаякун, то стоит ему просто сказать: кун, будь, и это обязательно сбудется. Поэтому, машаллах, когда, братья, у Аллаха просите, не бойтесь, что богатство у него закончится. Нет, просите у Аллаха и будьте настойчивыми. Когда вы просите у Аллаха, знайте, что то, что вы у него просите, у него это есть. И для него ничего не стоит одарить вас этим, и для него ничего не стоит лишить вас этого. Поэтому, когда мы просим у Аллаха, мы не должны бояться, что у него от этого богатства станет меньше. Поэтому мы должны просить у богатого, у вечного, усердно и настойчиво. Вот в этом и смысл нашего единобожия. Когда мы просим у Аллаха, мы должны просить усердно, настойчиво. В Сахих Муслим, в сборнике имама Муслима, есть такой хадис, посланник Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: если кто-либо из вас будет просить у Аллаха, то пусть не говорит: «О Аллах, прости меня, если захочешь». Посланник Аллаха запретил нам просить у Аллаха так. Пусть не говорит никто из вас: «О Аллах, прости меня, если захочешь». Получается, если не захочешь, тогда не прощай. Это получается, что мы еще не поняли, что если Он не простит нам, мы погибнем. Если Он нам не даст этого, то никто нам не даст этого. То есть это таухид. Если человек просит: «О Аллах, дай нам это», если, конечно, ты захочешь. «О Аллах, дай мне пропитание, открой мне эти ворота», если захочешь. А если не захочешь, тогда получается нет. Значит, ты еще не почувствовал, ты не понял, что если тебе Аллах не откроет, тебе никто не откроет это. Если Аллах тебя не простит, значит, тебя никто не простит. Поэтому посланник Аллаха запретил, и он сказал: пусть он будет настойчивым и будет стремиться к своей цели, когда будет просить у Аллаха. И как бы вы ни возвеличивали свое прошение, свою просьбу, как бы вы Аллаху не говорили там: вот Аллах, мне это надо, я без этого никак, вы должны понять, что величие Аллаха ничего быть не может. Поэтому как бы вы то, что вы просите, не поднимали, не возвеличивали, мы должны знать, что Аллах
Аллах величие. Это Сахих Муслим. И вот, объясняя значение этого хадиса, Абу Саид аль-Худри сказал: если обратитесь к Аллаху с мольбами, то просите у Него настойчиво и поднимите значимость вашей мольбы, потому что то, что у Него, оно никогда не иссякнет. Оно никогда не закончится. И если вы будете просить, то просите настойчиво и знайте, что обязать Аллаха никто не может. Мы не можем обязать Аллаха, но мы можем просить у Него, просить настойчиво. И когда мы стучимся в чью-то дверь, если мы очень хотим, очень сильно желаем, чтобы эту дверь нам открыли, мы что делаем? Мы стучимся и ждем. Мы прислушиваемся, а кто там есть свет, смотрим, да? Если, конечно, мы не нуждаемся в том, чтобы нам открыли, да? Мы там немножко можем постучаться, а иногда мы стучимся так, чтобы нас никто не слышал, потом мы ему сказали: да я же стучался, да? Но когда мы нуждаемся в том, чтобы нам открыли, мы еще и еще будем стучать. И вот поэтому, когда мы стучимся в двери милости Аллаха, мы должны понимать, что без этих дверей, кроме этих дверей для нас другой двери нет. Кроме милости Аллаха у нас другой милости нет. Кроме прощения Аллаха для нас другого прощения нет. Поэтому мы должны быть настойчивыми, усердно стучаться, пока Аллах Тааля нам не открыл. Поэтому Аллах любит настойчивых в своих мольбах. Раб Аллаха не может даже мгновение прожить без своего Господа, без Его милости и без Его нескончаемых благ. В каждом, когда он делает шаг, когда он просто моргает глазом, когда он просто вдыхает тот воздух, который Аллах дал, он должен понять, что он нуждается в Его заботе. Он нуждается в Его помощи, а сам Аллах, Ганиюн Хамид, Он богатый и достохвальный, и у Него нет никакой нужды в наших молитвах, мольбах и прошениях. И вот то, что люди делают благое, поклоняются Ему, просят у Него, мы знаем, что от этого богатство Аллаха не увеличивается. И польза любого вида поклонения, Аллах Тааля сделал так, что польза возвращается кому? Обратно к этому человеку. И поэтому то, что мы делаем из блага, это не увеличивает богатство Аллаха. И то, что мы совершаем какое-либо дурное дело, совершаем грехи, мы не можем этим навредить Всевышнему Аллаху, но мы знаем, что любой грех, любая несправедливость, она возвращается нам на нашу голову. Поэтому Аллах Тааля сказал: «Я айюханнас, о люди, антумуль фукарау иля Аллах». Все вы факиры, все вы бедные, нищие, нуждающиеся кому? Иля Аллах, Всевышнему Аллаху. Все вы бедные перед Аллахом, все вы нуждающиеся перед Аллахом. Валлаху хуаль ганиюль хамид, тогда как Аллах, Он богатый и восхваляемый. И яша юдхибакум, если Аллах пожелает, Он всех вас погубит. Никто из вас не останется на этой земле. Ваяти би халкин джадид, и Он приведет сюда, на эту землю, другие творения. Поэтому все мы нуждаемся в Аллахе, а Он не нуждается в нас. Сурат Фатир, 15-16 аят. И вот, несмотря на то, что Аллах не нуждается в нас, машаллах, Аллах любит, еще раз повторяю, Аллах любит, когда мы поклоняемся Ему. Аллах любит, когда мы просим у Него. И, альхамдулилля, все, что человек делает из благого, все возвращается к Нему. Аллах сказал: «Ман ихтада», тот, кто идет по правильному пути, фаиннама яхтади ли нафсих. Он идет по правильному пути ради кого? Ради себя.
То есть все это, альхамдулилля, возвращается к нему. «Ваман далля», а тот, кто заблудился с истинного пути, вред от его заблуждения кому? Аллаху. «Фаиннама ядиллу алейха». Он заблуждается только на свою голову, только во вред себе. Сурат Исра, 15 аят. Поэтому Аллах, обладатель безграничной мощи, богатств, Всевышний Аллах не нуждается в нас, но Аллах любит. Аллах любит слышать наши дуа. Аллах любит принимать наши дуа. Аллах Тааля любит видеть за нашими поклонениями. И Аллах Тааля любит, когда заблудшие рабы, когда люди погружаются в грехи и, понимая свою грешность, свою греховность, они возвращаются к Нему и стучатся в Его двери. И Аллах радуется, когда, альхамдулилля, рабы Его возвращаются к Нему. И как говорится в хадисе, когда человек, который шел по пустыне, он потерял своего верблюда, убежал его верблюд, на спине вся его провизия, вся его еда, все его питье, вода, все. Он сколько бы ни искал, сколько бы ни звал, все, он не смог найти верблюда. И вот все. В конечном итоге он без воды, без еды потерял всю свою силу, мощь. Он уже лег под деревом и ждал своей смерти. И вот в последний момент возвращается его верблюд и цепляется за ветку уздечкой и не может уйти. И он приходит в себя и видит, машаллах, видит перед собой кого? Этого верблюда. Вся его провизия, вся его вода, верблюд здесь. И он, машаллах, радуется. Он радуется. И вот Аллах больше радуется, когда рабы его возвращаются к нему, потому что он милостивый. Поэтому давайте, братья, просить у Аллаха, давайте, братья, никогда не забывать, что везде, во всем мы нуждаемся в Нем, мы нуждаемся в Его помощи и всегда, по всем вопросам обращайтесь к Нему. И чем больше мы будем обращаться к Нему, тем меньше Аллах заставит нас обращаться к Его творениям. Поэтому, язакумуллаху хайран, хайраль джаза. Иншаллах, продолжение на следующем уроке. Субханак Аллахума бихамдик, шаду ан ла илляха илля ант, астагфирука ва атубу илейк. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.